Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. В системе общего образования главой Якутии поставлена задача до 2024 года войти в число 15 лучших регионов России по качеству образования. Что делается для достижения этой цели и каково сегодня качество преподавания в школах Якутии? Об этом и не только мы поговорим с гостьей нашей студии. Это директор педагогического института СВФУ Татьяна Третьякова. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и озаглавив тему нашего разговора, что такое качество образования применительно к школьному образованию? Ну, качество образования – это вообще очень сложное понятие. Но не вдаваясь в научные подробности понятия, я просто хочу сейчас в устной речи сказать, что слово «качество» происходит от слова «как», «какой». А применительно к школьному образованию оно означает как раз «какое образование дается ребенку», какие возможности открываются перед детьми, есть ли у ребенка выбор дальнейшего самоопределения. Ну вот эти вопросы. Как, какой? Вот это понятие качества, да. Уровень все-таки повышается в последнее время или есть какие-то тенденции просто к изменению? Так, вот я бы хотела сказать, что статистически качество образования мы сейчас, о качестве мы можем судить по результатам единого государственного экзамена. Вот. Все остальные показатели качества, они как бы уже, ну, как качественные, они свои внутренние. А что касается ЕГЭ, то в последнее время есть как раз тенденция к тому, что у нас результаты не очень хорошие. Вот. Это тоже одна из наших проблем. Раньше, вот в первые годы проведения ЕГЭ, мы могли гордиться результатами по математике и по русскому языку. Но сейчас, вот, если говорить о проблемах, то есть проблемы в преподавании, например, физики, химии, где вот очень достаточно низкие результаты ЕГЭ. Вот, если брать по оценке качества, мы можем судить вот по этому федеральному показателю. А какие причины можно назвать в числе тех, которые снижают все-таки средний балл по ЕГЭ, и связано ли это, может быть, с уровнем подготовки педагогических кадров? Так, ну тут, наверное, все очень взаимосвязано. Вот для примера давайте мы возьмем просто физику. Да? Дело в том, что там самый относительно низкий показатель. Вот. Все это взаимосвязано. Это как курица и яйцо. Мы не можем получить качественных знаний по физике, если мы имеем не очень сильного преподавателя. И не можем получить не очень хорошего преподавателя, если к нам в университет поступает не очень сильный ученик. А средний балл ЕГЭ вот, в этом году 42. А в университет средний балл поступивших по физике – это 48. А всем же известно, что физика нужна для тех, кто идет на инженерные специальности. Физика нужна для тех, кто в будущем будет продвигать физику как науку. А в нашей республике это очень востребовано, поскольку есть особенности территориальные, вот, по холоду, да, крио. Тот же институт космофизики. Да, конечно. Вот. И естественно, что вот эти студенты, они очень много усилий надо приложить, чтобы они стали хорошими учителями. Но вот если говорить о том, что учитель хороший или нехороший, то каким он все-таки должен быть, кроме того, что обладать, естественно, знаниями, которые он передаст своим ученикам? Ну, еще Василий Кричевский сказал о том, что хороший преподаватель – это тот, который любит свой предмет и любит тех, кому он преподает. Так? Ну, а ваш вопрос касается более широкого понятия, не просто как преподавателя, а учителя, так ведь, да? Поэтому я бы хотела сказать, кроме вот знаний по своей дисциплине, по своему предмету, учитель должен быть и психологом, и воспитателем, он должен иметь особые компетенции по общению, да, по коммуникациям. Кроме того, он должен иметь понимание о научной деятельности. Есть у нас такое понятие, как федеральный государственный образовательный стандарт, который, ну, должен обеспечить минимальные требования к тому, что каждый должен усвоить. Ну, а учитель должен уметь дать выше стандарта намного, потому что дети же разные сидят. Вот все это должен уметь учитель. И самое главное здесь, пожалуй, которое я бы вот жирным шрифтом выделила бы, если бы в речи это жирный шрифт был бы допустим, учителем должен стать очень человечный
человек, человечная личность. Учитель сам должен стать личностью, быть личностью. Ну а какие приоритеты стоят при подготовке педагогических кадров? Каких специалистов готовит, в частности, ваш пединститут? И насколько охотно в последнее время вчерашние школьники идут учиться, чтобы стать учителем? Так, очень сложный вопрос. Вот если с конца начать, то профессия педагога – это для меня лично самая лучшая профессия, самая трудная профессия, самая востребованная профессия, которая нужна в любой период времени, будь то война, будь то мир, будь любые времена. Так? Вот, учителя будут нужны всегда, но поскольку эта профессия очень трудная, то она никогда не входила в число престижных профессий. Сюда должны приходить дети, которые очень хорошо профессионально на это ориентированы. Ну а сейчас вот я хотела бы сделать некоторый упрек и в школам тоже. Профориентация – это не только проблема вуза, который хочет получить хорошего студента, это прежде всего дело самой школы. Увидеть ученика, который готов к этой деятельности, развить эти возможности, убедить в том, что он действительно сможет быть учителем. И те студенты, которых мы получаем, конечно, они в основном профессионально ориентированные, но они очень мало знают о профессии педагога, только как по примеру. Да? Поэтому вот систему профориентационной работы нужно менять. И прежде всего с точки зрения того, что каждый учитель на своем месте, он должен готовить себе, ну, пусть не смену, но, по крайней мере, он должен быть примером для будущего педагога, который пойдет в эту профессию. Вот. Ну, а что касается, я скажу в целом по СВФУ общей фразой, хорошо, не по пединституту. СВФУ готовит учителей по всем школьным предметам. Ну, если говорить по пединституту, тут, значит, мы готовим учителей начальных классов, дошкольных образовательных организаций, учителей технологии, учителей информатики и логопедические группы у нас есть, очень востребованные. А нет ли таких опасений, что в связи с тем, что все-таки технический прогресс на месте не стоит, шагает семимильными шагами, и появляются всевозможные и дистанционные варианты получения образования через интернет, через какие-то ускоренные курсы, нет опасения, что профессия учителя станет еще менее востребованной и менее престижной? Вы знаете, дело в том, что здесь мы должны быть, как общество, заинтересованы в том, что как бы ни менялся интерес, возрастал или уменьшался интерес к этой профессии, мы должны ее будущее обеспечить. То есть мы должны найти тех учеников, которые могут в будущем этой профессией заниматься. Мы же не можем ориентироваться только на личностный выбор ребенка, который вообще профессионально не ориентирован, а идет потому, что сюда чуть легче поступить, чем, допустим, на экономический, юридический, к примеру. Вот так примерно. А нам сильно много ведь педагогов не нужно, нам нужны те, которые именно нужны. Поэтому в данном случае, если правильно поставить работу, то этот критерий не должен как-то влиять. Ну, если вернуться к нашим вчерашним школьникам, то как можно оценить при поступлении их уровень подготовки именно к получению педагогического образования, и что бы вы поменяли, ну, будь у вас на то возможности и ресурсы, в современной системе подготовки наших педагогических кадров? Так, ну, значит, что касается уровня, да, уровень средний. Мы довольны тем, что в пединститут в основном идут выпускники педагогических колледжей. Они уже готовы. Наши педагогические колледжи прекрасных учителей готовят, у них очень много практики. Поэтому мы получаем почти готовых учителей, и нам нужно только его до конца довести, чтобы он получил более высокий уровень образования. Основная масса наших студентов такая. Что касается школьников, то это довольно-таки средний уровень. Но тем не менее, вот в период обучения в нашем институте они становятся совсем другими людьми. Ну, я не скажу, что из них прямо 100% мотивированы, это же невозможно, наверное, да? Но им очень нравится учиться в пединститут. Буквально каждого пестуют. Вот, и стараются, чтобы даже в тех случаях, коллизиях, когда ребенку становится трудно по каким-то причинам, наш основной приоритет – это все-таки его удержать в профессии, если это возможно. Поэтому в психологическом плане вот, коллектив института, он как раз на это ориентирован. Вот,
Вот примерно так. А если говорить о современных тенденциях в подготовке кадров, то у нас были уже несколько встреч в Министерстве образования. Надеюсь, что они обязательно продолжатся. Вот, мы предлагаем некоторые моменты, которые связаны с социумом. То есть мы хотели бы иметь прямой выход на управление образованием, на школу. Мы не просто мы хотим иметь, мы предлагаем, чтобы муниципалитеты и школы выходили на пединститут со своими проблемами. Вот есть проблемы, допустим, в северных школах, они всегда были, и есть и будут. Вот мы хотели бы, чтобы они больше с нами общались, и мы бы строили образовательные программы конкретно под их нужды. К примеру, да? В целом мы хотим через Министерство образования работать вот по программе «Земский учитель», да, и чтобы мы готовили кадры для конкретной школы, не обязательно для северной школы, но наиболее проблемные в кадровом отношении школы. Ну, просто да. такой некий вариант государственного заказа практически Да, получается. да, то есть по земскому учителю мы бы подготовили специально педагогов для конкретной школы, и педагогические практики они проходили бы там, в этой образовательной организации. Дипломный проект помог бы решить какие-то внутренние проблемы данной школы, к примеру. Да? И в целом этот студент был бы готов к работе в данных условиях, к примеру. Это касается не только земского учителя, это касается вообще всех наших муниципальных образований. Я бы очень хотела, чтобы начальники управления, чтобы директора школ немножко думали о своей кадровой ситуации в перспективе. То есть они нам могут заказать на 4 года вперед, могут дать конкретного своего выпускника, специально подготовленного в школе, ориентированного. Мы можем найти такого студента, который бы ориентировался вот на их заказ, к примеру. И мы готовили бы по их пожеланиям, по индивидуальным программам. Вот это я пытаюсь предлагать сейчас. Я очень надеюсь на то, что обратная связь у нас будет. Я тоже очень надеюсь, что вы будете услышаны, и это даст свои плоды. Татьяна Васильевна, в завершении нашей беседы я предлагаю вам поздравить всех наших учителей с замечательным профессиональным праздником. Конечно, это замечательный праздник. Он сейчас стал уже всемирным праздником. Я поздравляю всех учителей, я поздравляю всех управленцев, я поздравляю всех тех, которые имеют отношение к системе образования. Я поздравляю родителей, потому что учителя действительно нужны всем нам. Я очень хотела бы, чтобы родители имели возможность выбора замечательных, прекрасных учителей, таких, которых они сами любят и помнят. Татьяна Васильевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Вас с праздником и успехов вам в вашей работе. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях была директор пединститута СВФУ Татьяна Третьякова. До встречи в эфире.